Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшипшара. Средства инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия 2017-2019 годов в объеме 162 миллионов 881 тысячи рублей будут направлены на финансирование в текущем году расходов по приобретению и доставке автобусов для улучшения транспортной доступности в районах Абхазии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба 27 марта 2019 года. Под председательством первого вице-премьера Абхазии Даура Аршба состоялось заседание комиссии по проверке деятельности Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. В заседании также приняли участие представители общественности и интеллигенции, деятели сфер культуры, искусства и науки, руководство и артисты театра. Об этом сообщает пресс-служба правительства Абхазии. Членами комиссии и участниками встречи был рассмотрен проект нового устава театра, который включает в себя 5 разделов и регулирует предмет деятельности театра и структуру управления. Кроме того, комиссия заключила, что в уставе театра необходимо предусмотреть усовершенствование содержания в части наименования и раскрытия полномочий театра, создание при театре в качестве совещательного органа художественного совета, а также усиление полномочий и ответственности Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия по основным вопросам деятельности театра. Вопрос о кандидатуре художественного руководителя театра решено оставить временно открытым. Министерству культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия поручено подготовить предложение по кандидатурам на должность художественного руководителя театра. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове посетит Москву с рабочим визитом 1 апреля по приглашению руководителя внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергея Лаврова, сообщает пресс-служба МИД Республики. В ходе абхазо-российских переговоров состоится обмен мнениями по ключевым вопросам повестки двусторонних отношений, а также по тематике укрепления международных позиций Республики Абхазия. Особое внимание будет уделено усовершенствованию внешнеполитического взаимодействия на площадке женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. В республике завершается процесс обмена паспортов старого образца на новые. Все паспорта старого образца с 1 марта 2019 года недействительны. Однако некоторые граждане не спешат сдать документы на обмен паспорта, а многие не торопятся забрать уже готовый документ гражданина Абхазии. Возможно ли по паспорту старого образца получить справку или оформить какую-нибудь сделку, выясняла наша съемочная группа. Смотрите репортаж Гугуцы Вардания. Процесс обмена паспортов гражданина Абхазии старого образца на новый был начат в 2016 году, но все это время старые паспорта были действительны. Срок их действия истек 31 декабря 2018 года. Однако в связи с тем, что к этому времени не все граждане успели обменять документ, срок действия старых паспортов был продлен до 1 марта текущего года. Все меньше людей обращаются в паспортные отделы за обменом документа, и это говорит о том, что процесс паспортизации граждан страны близится к завершению. Обмен паспортов проходит в штатном режиме, без осложнений. Судя по тем цифрам и количеству граждан, которые приходят на обмен, оно идет к завершению. То есть у нас на сегодняшний день забирают паспорта уже выписанные в количестве больше, чем те, которые приходят на обмен. Поэтому могу даже назвать с точностью цифры. На сегодняшний день у нас принято количество граждан 130 476 граждан, выдано 112 368 паспортов, это уже находится на руках непосредственно. Готовы к выдаче 9 335 паспортов. На обработке в паспортных управлениях находится 8 498 паспортов. Всего распечатано на сегодняшний день 121 703 паспорта. Поэтому мы можем с точностью говорить, что с данной поставленной задачей мы справляемся. Но есть и граждане, которые не спешат сдавать документы на обмен паспорта. На последнем заседании Кабинета министров Абхазии премьер-министр Валерий Бганба обратил внимание глав администрации городов и районов, руководителей профильных ведомств на необходимость недопущения использования при оформлении различных документов паспортов старого образца. Мы решили выяснить, приходят ли граждане оформлять документы с недействительными паспортами. Есть люди, которые обращаются к нам с паспортами старого образца, но не просроченными. То есть они думают, что по этим паспортам могут совершать те или иные нотариальные действия.
мы им отказываем ввиду того, что даже имея срок действия, эти паспорта не могут быть применены в нотариальном производстве. На сегодняшний день паспорта нового образца получила большая часть граждан республики, но многие не торопятся забрать уже готовый паспорт. Сотрудники паспортных отделов Абхазии обращаются к гражданам страны с просьбой своевременно забирать главный документ гражданина Абхазии. Гугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В рамках совместной работы комиссии по вопросам пропавших без вести при Кабинете министров Абхазии и Международного комитета Красного Креста осуществлена идентификация останков двух бойцов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Героя Абхазии Хамитова Ахмеда Магомедовича 1957 года рождения и Цвижба Рауля Кантовича 1964 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Абхазии. Церемония прощания с Ахмедом Хамитовым и Раулем Цвижба состоится в субботу 30 марта в 10 часов у мемориала в парке Славы в Сухуме. Захоронение останков Рауля Цвижба состоится в родовом селе Пакващу Чумчирского района. Останки Ахмеда Хамитова похоронят в родном ауле в Чеченской Республике. Министр обороны Абхазии генерал армии Мираб Кишмария подписал приказ о призыве в апреле-июне 2019 года граждан Республики Абхазия на военную службу и увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву. Согласно приказу, военному комиссару республики призвать в апреле-июне 2019 года на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе, подлежащих призыву в соответствии с законом о воинской обязанности и военной службе. Командирам воинских частей подразделений уволить в запас с военной службы солдат, матросов, сержантов, старшин, срок военной службы которых истек. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия, первого заместителя министра обороны. В Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир подвели итоги работы за 2018 год. На отчетном собрании присутствовали заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Беслан Гурджо и депутат Народного собрания парламента Винори Бебия. Репортаж Саида Джарсалия. Руководители всех отделов Национальной библиотеки выступили с докладами о проделанной работе за прошедший год. За отчетный период библиотеку посетило более 3500 читателей. Было проведено множество творческих, литературных встреч и несколько конференций. Были озвучены и проблемы, с которыми сотрудники библиотеки сталкиваются не первый год. И, пожалуй, главное из них – отсутствие квалифицированных кадров. С 2017 года у библиотеки есть свой сайт, но из-за того, что нет специалистов, возникают проблемы по ведению и своевременному пополнению сайта информацией. Благодаря стараниям и волевому характеру нашего руководителя весь коллектив и молодежь, зрелые люди, всю жизнь проработавшие с карточками, бумажными формулярами, овладели компьютерными технологиями. К сожалению, из-за того, что у нас не лицензионный программный продукт, он был без поддержки обучения. И приходилось самим вникать в программное обеспечение и разбираться, обращаться к помощи российских коллег, уже владевших этой программой. Это не могло не отразиться на качестве нашего электронного каталога. На сегодняшний день компьютерный парк библиотеки вырос до 60 автоматизированных рабочих мест, оснащенных современными аппаратно-программными средствами и объединенных в локальную сеть. Одним из главных и актуальных вопросов для Национальной библиотеки остается вопрос своевременного пополнения ее книжного фонда современной литературой. Об этом говорил директор Борис Чолари. Он также отметил, что для полноценного функционирования библиотеки недостаточно сотрудников. По его мнению, необходимо расширение штатов. Начиная с 2015 года руководством библиотеки неоднократно предлагалось на рассмотрение Министерства культуры проекты нового штатного расписания, получали обещания об их рассмотрении и решении данного вопроса, однако положение остается прежним, и смета образца 1995 года утверждается. Прошу еще раз рассмотреть наше предложение по изменению сметы расходов, ибо при существующем положении вещей нет возможности элементарно задействовать имеющееся оборудование. Депутат парламента Винори Бебия обещал сотрудникам библиотеки помощь и поддержку в решении всех вопросов, озвученных в ходе встречи. Я думаю, мы будем всегда рядом с вами и будем чаще приходить по поводу этих тем, которые сейчас обозначены. Я записал.
Некоторые из них, я думаю, на днях решим. Присутствовавшие на встрече представители районных библиотек рассказали о работе, которую они проводят на местах, в частности, чтобы привлечь как можно больше читателей. Но в связи с ограниченным финансированием многие их проекты так и остаются нереализованными. 5 лет назад у меня было 49 названий журналов российских, я выписывала. Детских, взрослых, разных, по популярности. 3 года я даже абхазскую газету не могу подписать. Потому что деньги закладываются в бюджет, но не выделяются. Понимаете, в прошлом году я получила 380 тысяч, а в этом году мне на 5 библиотек заложили 92 тысячи. Национальная библиотека имени Ивана Попаскир является государственным учреждением культуры, осуществляющим библиотечную, библиографическую, научную и информационно-образовательную деятельность. Во время Отечественной войны народа Абхазии главное книгохранилище страны сильно пострадало. Начать капитальный ремонт здания Национальной библиотеки удалось только в августе 2012 года. Более 300 тысяч книг были очищены и отреставрированы. В данное время здесь хранятся около 150 тысяч экземпляров периодических изданий. Из них 117 тысяч переведено в электронные каталоги. На 4 этажах библиотеки расположены отраслевые фонды, читательные залы, отдел периодики, абонентский отдел, фонды хранения, электронная библиотека, отдел краеведческих книг. Саид Джарсаля, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. В Сухуме состоялось общее собрание инициативной группы и членов Республиканской общественной организации «Союз парламентариев Абхазии», в котором приняли участие депутаты Народного собрания парламента Абхазии всех созывов. В ходе собрания было принято решение о необходимости создания организации, в которой будет аккумулирован потенциал людей, имеющих опыт депутатской работы в законодательном органе и их возможности активного участия в общественно-политической жизни государства и общества. Главная цель создания организации – объединение общества и отстаивание уважительного отношения к многообразию общественно-политических взглядов и интересов в стране. При этом было отмечено, что данная организация не намерена участвовать в предстоящих выборах, либо позиционировать себя чьим-то сторонником. На собрании единогласно был принят устав и избраны председатель организации и члены правления. В состав правления вошли Нукзара Ашуба, Актай Чкотуа, Виталий Смыр, Гурам Гумба, Беслан Джопуа, Вячеслав Цугба, Циза Гумба, Сергей Шамба, Ирина Агарба, Галус Трапезанян, Александр Страничкин, Артур Миквабия, Слава Саканя. Руководителем Союза парламентариев Абхазии избран Санер Гогуа. С 4 по 8 апреля в Абхазии пройдет второй Сухумский международный кинофестиваль, в программе которого будут представлены фильмы из Абхазии, России, стран Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Об особенностях первого Сухумского международного кинофестиваля, прошедшего в нашей стране в прошлом году, и о том, каким будет второй кинофестиваль, в репортаже Алики Трапш. Сухумский международный кинофестиваль – первый кинофестиваль международного уровня в Абхазии. Стартовал в 2018 году и стал одним из самых значимых событий в культурной жизни страны. Кинофестиваль объединил режиссеров из Абхазии, России, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Франции, Словении, Хорватии, Ирана, Туниса и Марокко. На участие в нем было подано 3500 заявок. Из них на конкурсную программу отобрали 32 короткометражных фильма с хронометражем от 10 до 30 минут. На кинофестивале был представлен самый широкий спектр короткометражных картин – мелодрамы, триллеры, комедии, комедийные мелодрамы и драмы. В целом, первый Сухумский международный кинофестиваль прошел на позитивной волне. Организаторы масштабного мероприятия говорят, что и в этом году программа фестиваля будет не менее интересной. Вообще кинофестиваль подразумевает под себя в первую очередь просмотр фильмов и интересные конкурсные программы. Будут внесены кое-какие коррективы в плане просмотра, то есть мы немножко хотим расширить просмотр для нашей всей аудитории, то есть будет отдельный показ еще и мультфильмов. Все, конечно, режиссеры будут представлять свои фильмы, но на этом фестивале мы расширили географию, то есть иностранцев будет намного больше. В этом году на участие в кинофестивале СИФ было подано свыше 4000 заявок. Из них на конкурсную программу отобрали около 30 короткометражных игровых фильмов продолжительностью от 10 до 30 минут. В основном это картины режиссеров из России, стран Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. А показ фильмов абхазских режиссеров состоится вне конкурса. Оценивать киноленты будет международное жюри, состав которого организует
организаторы пока не раскрывают. Помимо основной программы кинофестиваля, организаторы СИФ готовят для гостей экскурсионно-развлекательную программу. Подготовка идет полным ходом, мы вот практически уже готовы для того, чтобы принять гостей. Гостиницы готовы, развлекательные мероприятия для них также готовы, экскурсионные программы. Включили отдельную программу посещения национальной кухни, как проходит абхазское застолье. Я думаю, все это будет очень интересно и что-то новое. Все равно, когда человек для себя открывает новую страну, новую культуру, он старается прикоснуться к ней. И мы предоставим им такую возможность. Второй Сухумский международный кинофестиваль начнет свою работу 4 апреля, и любой желающий сможет прийти в Русдрам на бесплатный просмотр настоящего кино со смыслом. Аля Катрапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. С 29 марта по 2 апреля в городе Мадрид пройдет 9-й международный конкурс-фестиваль «La Noche en Madrid-2019», в котором примут участие и юные абхазские музыканты, студент 4-го курса и ученица 7-го класса Сухумского государственного музыкального училища Барас Куджба и Мария Эмилия Тырзян-Хагба. В состав делегации, которая будет представлять нашу страну на этом конкурсе, также вошли заслуженная артистка республики и директор музучилища Нинель Бжаня, заслуженный артист Абхазии, художественный руководитель Государственного камерного оркестра Давид Тырзян и заслуженная артистка Абхазии Ольга Хагба. Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия и Абхазского общественного фонда развития Амшра. Международный конкурс фестиваля «Ночи in Madrid-2019» ежегодно собирает самых талантливых юных музыкантов, студентов музыкальных колледжей, училищ и вузов, а также профессиональных музыкантов со всех стран мира. С 9 по 12 апреля Государственный академический ансамбль народного танца «Адыгеи» «Нальмес» посетит Абхазию с гастролями, сообщает пресс-служба Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия. 9 апреля ансамбль «Нальмес» выступит с благотворительным концертом в городе Тхварчал, 11 апреля во Дворце культуры города Учемчира, 12 апреля в Доме культуры города Гудаута. В Сухуме сольный концерт ансамбля «Нальмес» состоится 10 апреля в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры. Сухумский водоканал сообщает, что 29 марта в связи с ремонтно-восстановительными работами с 0 часов на ночи до 12 часов дня будет прекращена подача питьевой воды в следующих районах: Старый поселок, Вием, по улице Адыгейская, в Личкопе и Новом районе. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром дождь, возможен туман. Местами дождь со снегом. Днем осадки прекратятся. Температура воздуха ночью 0,5, днем 6-11 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.